Усиленное чувство сердцебиения, одышка, слабость и состояние тревоги. Пациентка Лейла Аушева, 1993 года рождения, поступила в Ингушскую республиканскую клиническую больницу с нарушением сердечного ритма, с пульсом в 3 раза выше, чем у обычного здорового человека. Сложившаяся ситуация угрожала жизни девушки. Все ухудшалось еще и тем, что пациентка на 6-м месяце беременности. Целая группа медиков сделала все возможное, чтобы стабилизировать состояние больной. При снятии кардиограммы было зафиксировано у нее нарушение ритма сердца с очень высокой частотой, более 200 ударов в минуту, после чего бригада кардиологов была сразу же доставлена в отделение реанимации. Начата была интенсивная терапия. Но учитывая сложность ситуации, отсутствие эффективности от проведения в условиях нашего стационара лечения, пациентка была информирована в Министерство здравоохранения. Медики сразу забили тревогу. Министерством здравоохранения Ингушетии было принято решение провести телеконсультацию с Национальным медицинским центром Алмазова в Санкт-Петербурге. Мы по протоколу начали проводить лечение, но мы не могли восстановить ритм, и мы назначили телемедицинскую консультацию с Алмазовским центром. По алгоритму, который нам говорили эти алмазовские врачи, мы провели это лечение. Но стабилизировать ее нам не удалось. Ей нужна кардиохирургия. Мы договорились с этим центром, алмазовским центром. Потом мы договорились с санавиацией, вызвали борт, и эта пациентка, благополучно мы ее отправили в город Питер, в Алмазовский кардиологический центр. Договоренность была достигнута. Специалисты экстренной медицинской помощи забирают девушку в клинику Алмазова. Из-за тяжести сложившейся ситуации было принято решение назначить специальный борт с сопровождением медиков, которые будут рядом с пациенткой. Вместе с больной в Санкт-Петербург летит также родная сестра. Сейчас Лейле Аушевой нельзя нервничать. От этого цифры пульса только растут. На борту есть все необходимое оборудование и лекарственные средства, чтобы следить за состоянием пульса пациентки. Группа медиков имеет большой опыт работы для транспортировки больных. В Санкт-Петербурге сразу встретят карета скорой помощи, и оперативно врачи ведущей клиники окажут всю необходимую помощь девушке. Рина Сычева, Магомед Арсигов, Новости 24.